Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и новости спасения. Малышку Симочку забрали с улицы. Она была счастлива, увидев знакомые лица знакомых волонтеров, которые ее подкармливали. Сейчас Сима находится у Игоря в помещении, которое отапливается. Наконец-то девочка наелась теплой, сытной пищи, за что Игорю огромное спасибо. Будем искать пассажиров. Хвостиков очень много, надо вывозить. Вот девочка наша. Она тут, но она тут в диванчике спит повыше. Ты что, куда собрался? На сено? Писать пошел. Не ходи туда. Не ходи. Теперь о Лонде. Это самый тяжелый наш спасеныш за последнее время. Предварительные диагнозы – разорваны связки на ноге и вытекший глаз. Но это предварительно, визуально. Обследование будет в Москве. Пока Лонду обрабатывают, перевязывают раны и ставят антибиотики. Терпи, малыш, скоро самолет, и я надеюсь, мы поможем тебе. Да, Лонд понимает, что рядом люди и хотят помочь. Он очень терпеливо переносит процедуры, сильную боль от процедур. На днях намечается пассажир. Лонд полетит первым без очереди. Мы надеемся и верим, что сможем спасти и помочь этому замечательному и уже так настрадавшемуся парню.
Друзья, нашлись пассажиры на 2 рейса. Один обычный, фиксированный, а второй очень дорогой тариф, 300 рублей за килограмм. Но выбора у нас нет. Упустим сейчас и потом будем ждать, будут ли другие пассажиры. В стране локдаун. Пассажиры летают редко. Собак вывозить надо много. Выбирать не приходится. Вывозить надо как можно быстрее, чтобы там на передержках могли освободиться места для вновь замерзающих в самую суровую зиму. Друзья, помогайте, пожалуйста, нам надо вывозить. Пассажиры на вес золота. Очень нужна ваша помощь. Райта мы тоже забрали. Исхудавший, не может наесться, находится на платной передержке. Если оплачиваем, то живем и ждем пассажира. Зима только началась, а уже столько простуженных с кашлем собак. Если их не лечить антибиотиками, то они и не доживут до основной суровой зимы. Раньше я такого не замечала. Черный, бывший домашний метис восточноевропейской овчарки. Загибается под домом на сваях уже в минус 30. Скрюченный, видимо, с температурой, кашляет. И понимает, что никто не возьмет, никому не попросишься. Как страшно быть никому не нужным. Друзья, если кто готов помогать ежемесячно на содержание уже спасенных, отпишите нам, лучше мне на WhatsApp или в комментариях. Мы спасаем тогда, когда есть на что спасать и содержать до пристройства. Нам очень нужна ваша помощь, постоянно нужна. Ведь их у нас очень много, и сколько еще впереди. Вся зима впереди.